Испытано на себе. Практическая стрельба – это вид стрелкового спорта, который строится на балансе трех элементов. Это точность, мощность и скорость. Стрелок должен уметь не только метко стрелять, но и должен делать это быстро, поскольку время также идет в зачет. Также на количество очков влияет мощность оружия. Друзья, всем привет! Меня зовут Полина Долинская. Сегодня в рамках проекта «Испытано на себе» я попробую этот необычный для меня вид спорта, который, может быть, многие назовут далеко не женским. Прежде чем мы приступим к испытаниям, я заполню необходимые документы, и мы начнем. Точность, мощность и скорость. Это девиз Конфедерации практической стрельбы. То есть это мировая конфедерация практической стрельбы. Практическая стрельба пришла у нас из США, из Америки, родоначальник. Вот. И, соответственно, там основные элементы – это точность, как вы сказали, мощность и скорость. В Российской Федерации существует подразделение Федерации практической стрельбы России. Чем они отличаются? Немножко, нет, она ничем не отличается, Нет. она как бы в конфедерацию входит, и стрелки, российские стрелки участвуют в международных соревнованиях, в чемпионатах мира, то есть чемпионов, очень много чемпионов, много мира из России, очень много. Вот. Топовых стрелков много из России. Но девиз Федерации практической стрельбы России – точность, скорость, безопасность. Безопасность. То есть у нас больше на безопасность. Но при этом как бы это идет практически военная подготовка. Ну, на случай немножечко, чего? нет, это все-таки больше спорт, потому что военная подготовка немножко совсем в другую сторону уходит, но какие-то элементы практической стрельбы введены в базовые элементы обучения и силовых структур Российской Федерации, и военных, в том числе и безопасность, обращение с оружием, что как бы немаловажный фактор в любой подготовке стрелка. Вот. Поэтому что у нас первоочередное перед безопасностью? Это защита органов зрения и слуха. То есть в практической стрельбе это обязательно. То есть вы не будете допущены до стрельбы, если у вас не будет очков стрелковых. Я могу выбрать, да, любые? Ну, это можете выбирать, да. Так, ну вот это Вот. более модная модель 2022 года. Да. Я попробую. Ну, все, наверное, будет зависеть от того, удержаться. Конечно, это такие очки, есть более модные в ассортименте. Они прежде всего защищают глаза от различных факторов. А из какого материала? Это же, по-моему, пластик. Пластик, да. Ну, вам не надо, чтобы они пулю останавливали. В моем случае нужно быть готовым Тут ко надо, всему. чтобы остановил любой там гильзу, осколок, прилетящий там откуда-то. Вот, и, соответственно, наушники. Наушники это простые, вообще бывают активные. Это пассивные наушники, то есть. Что значит активное, что значит пассивное? Ну, здесь вы просто ничего не слышите или плохо слышите. Ну да, я как будто в трубе Да, разговариваю. а в активных наушниках мы будем с вами разговаривать, вы будете слушать, но... Через микрофон? Нет, почему? Но микрофоны здесь у них по бокам здесь стоят. Но при Ой, звуки эти выстрела они будут глушить. Эти тоже. Это нет, это пассивно, это все. То есть сейчас мы защищаем Вот уши, сейчас вы, но не слух. вот сейчас вы защитили слух и глаза. Ага. Все, это в принципе уже полпути. Вы на полпути уже к стрельбе. От коронавируса защищают очки и Не наушники? знаю, не испытывали мы. Мы, конечно, это не испытывали, поэтому не могу вам сказать. Ага. Соответственно, следующий, один из важных моментов в практической стрельбе, значит, оружие можно трогать и доставать из кобуры там или еще откуда только в двух местах. Первое место – это зона безопасности. И здесь вы можете совершать любые манипуляции с разряженным оружием. Можете доставать его из кобуры. В холостую там целиться, щелкать, что вы для себя считаете нужным делать с оружием. Досылать, заряжать пустой магазин. Все отрабатывать элементы перед выполнением упражнений на тренировке или на соревновании.
Это вот одно место, где вы можете пользоваться оружием. И второе место, это уже непосредственно на рубеже, по команде инструктора, вам инструктор или судья скажет, там, зарядить, приготовиться, после этого вы начинаете уже доставать Это оружие. вот под этой аркой уже, да? Ну, И где, что дальше? или здесь, или это может на стрельбище, где будет вам показано упражнение какое-то. В данном случае вот огневой рубеж это вот здесь. Здесь вы, вот здесь вы не можете Здесь уже не могу. с оружием вот, доставать оружие из кобуры, извлекать его. Это все, это в практической стрельбе, это дисквалификация. Это дисквалификация. Вот. То есть, получается, я здесь, в зоне безопасности, при необходимости Вот, я значит, давайте проверила. со снаряжением это Давайте. определимся. Ой, какой красивый ремень. Ну, это такой себе ремень, дешевенький. Но мне он все равно нравится. Значит, вообще вот снаряжение стрелка состоит из чего? Ремень двухслойный, да, то есть первый слой в шлевке одевается, и на него крепится уже вот второй слой ремня, на котором закреплены кабура для пистолета, или если вы там стреляете карабин или ружье, то подсумки для магазинов от карабина или ружья. Вот здесь у меня будет кобура, да? Она есть у вас кобура. А, она уже есть? Кобура. Ой. А вот здесь у меня что, патроны будут? Здесь будет магазин с патронами у вас. Вот эти. Это магазины. Соответственно, что у нас? Магазины я люблю. Вот это на данный момент самые популярные пистолеты в практической стрельбе, массово, скажем так, используемые в практической стрельбе. Это вот первое поколение ЧЗ Shadow 1, чешские пистолеты ЧЗ. Ну, на каком-то этапе времени это был самый востребованный популярный пистолет. Сейчас. У меня ресницы упираются в стекла. Вот. Теперь вы пока можете... А мне так понравилось. Ну хорошо, смотрите. Красивая экипировка. Значит, давайте теперь так. Что у нас по безопасности обращения с оружием? Первым делом в зоне безопасности могу доставать это оружие, проверять, заряжено оно или не заряжено. Вот. Проверить, если магазин там вставить, пустой магазин там, да, то есть любые операции с незаряженным оружием могу производить, да, то есть, вот. Соответственно, могу потренироваться там, да, в холостую. По безопасности обращения. Значит, палец первым делом, когда у нас вы берете оружие, палец мы на спусковой крючок не. Давайте я вам еще, кстати, по наименованиям где чего. Вот это вот Курок. не курок, А, не курок. и это спусковой крючок. А курок где? Курок вот. Соответственно, теперь мы знаем, что вот это спусковой крючок. Это триггер. Триггер будем называть его хорошо. Соответственно, первое, что вы для себя должны уяснить, палец на триггер или на спусковой крючок мы ложим только во время произведения выстрела. А дальше уже, когда вы начинаете производить выстрел, вы ложите вот так вот, в таком положении. Надо направлять оружие. Вот достали его из кобуры. Все, вот оно вот у вас всегда в этом положении. Не так, не сяк, все всегда. Хотите магазин поставить, всегда он здесь. Когда вы взяли оружие, с пальцем мы уяснили, допустим, палец у нас здесь, первым делом вы что делаете? Проверяйте, заряжено оно или нет. Первым делом смотрите, есть ли тут магазин. Вот здесь. Да, вы можете за мной сейчас брать спокойно. Вот так вот. Как мы только что, да. Направлено оно всегда. Туда. Направлено туда. Всегда туда. Проверили, есть ли магазин, нету. Нет. Не увидели, что нет магазина. Открыли затвор. Куда? Так, вот смотрите. Ой. Смотрите так. А, у меня вот это стоит. Ничего страшного, она будет стоять. Вы Она просто- мешается мне. Нет, вы посильнее. Вот так вот сверху. А это мой максимум. Ну, конечно. Ну, А у меня Давай- точно все отключено? давайте это попробуйте. Ну, это нет, на самом деле это... Это надо просто, это дело привычки. Это
Да не получается. Нет, давайте мы... Зачем вы туда-то его уводите? Хорошо, попробуйте вот так, значит, вот двумя пальцами. Ага. зажать. И вот тут зажмите вот верхнюю часть, да? Мгм. А правой рукой просто его вперед толкните. Попробуйте так. Вот здесь получше будет, наверное, получше. Попробуйте так. Палец у нас здесь. О, получается, Вот, да. получается. Так, вот оружие мы вот опять. Все у нас вот здесь, в этом. Я понимаю, что может быть тяжело. Вы для себя посмотрели. Там нету Ничего ничего. нету, да. Еще раз, несколько раз это делается. На случай, если там что-то застряло? На случай, вот вы правильно сказали, вы могли упустить момент того, что не проверили, есть ли магазин. Мгм. Вдруг вы забыли, да? И делаем, это называется контрольный спуск. Просто нажимаете вот так. Всё. Ой. Столько усилий для Вот как такого сделать маленького... контрольный спуск, Ага. палец сразу у нас убирается. Мгм. Давайте пробуйте. Можете одеть очки, наушники. Ну, очки можете одеть точно. На очки я точно надену. Да. Экспертно Да. будет очень. Я проверяю оружие, я его беру по направлению от себя 90 градусов, указательный палец. Нет, по у меня направлению в сторону безопасности. в сторону безопасности. Да. Палец у меня располагается поверх спускового крючка. Да, не поверх спускового крючка, а вне Над- скобы над спускового. ним, да. Вот это скоба спускового крючка, вне скобы Вне скобы спускового. спускового крючка. Или вне скобы триггера тогда. Вне скобы с триггера. Да. Вот. Проверяю наличие магазина. Да. Вот, чтобы было видно в камеру. Магазин отсутствует. Мгм. Теперь я проверяю наличие Патронов, патронники. патронов в патроннике. Мгм. Вот, можете видеть. Нету. Еще раз проверяю. Проверяю несколько раз Мгм. во Контрольные. избежание Случайно вот досыла патронов. случайного досыла Если, патрона. если вдруг магазин оказался Бракованный. пристегнутый. И Пристегнут. делаю контрольный спуск. И делаю контрольный спуск. Теперь, Сразу палец положил. вы теперь у нас знаете, как безопасно. Теперь вы убираете в кобуру оружие. Это вот сюда? Да. Все. Вы теперь получили оружие. Сейчас мы пойдем в журнале распишемся. Испытано на себе. Я как будто снова оказалась в спортзале в школе. Необычно. Я так понимаю, вот это патроны? 9 миллиметров. Пистолет. Ламу. Так, теперь в практической стрельбе мишени используются либо картонные, либо металлические. Угу. Это мини-классическая, вообще вот там висит классическая мишень, Которая большая? большая, да, а это мини-классическая мишень. Она сделана для того, чтобы вот в помещениях типа этого тира визуально увеличить расстояние до мишени. То есть Она кажется меньше, да? меньше, тяжелее попасть в нее. Угу. Естественно, можно расстояние увеличить стрельбы. Значит, в практической стрельбе картонные мишени поражаются минимум 2 выстрелами. То есть, если вы на соревнованиях увидели мишень картонную, по правилам практической стрельбы вы ее должны поразить 2 раза. Это уже по умолчанию правило. По умолчанию правил. То есть, если вы попали 2 раза, неважно в какую зону, в этой мишени 3 зоны. Альфа, Чарли, Дельта. Что не значит? Значит, вот эта зона, за нее вы получаете 5 очков. Это самый топ. Это самая, можно сказать, десятка. Мгм. Самое большое количество очков. Да, вот за эту зону. Но, опять-таки, вы должны понимать, что вы должны 2 раза попасть в эту мишень. То есть, если вы 2 раза попадаете в альфу, то Тогда у меня 10, будет прям 5. 5 и 5. А, 10 5 и будет. 5. Да, Суммируется. да. А если я попаду А или С или А и Д? Дальше смотрим. Вот еще подразделяется, значит, мощность патронов. Соответственно, есть минор, это патроны вот Грустные. калибра, да, можно сказать так, калибра 9 на 19, они считаются
минорные, то есть менее мощные, и, соответственно, за них здесь вы получаете, за попадание этими патронами вы получаете 5, ладно, 5 очков, да. Здесь вы получаете 3 очка В зону С. в зону С, Чарли. А в зону Дельта с этих патронов получаете 1 очко. Мгм. Но если вы стреляете более мощным патроном, там, к примеру, 40 Смит & Вессон, да, они А мажорные есть? мажоре. Ну, Есть сейчас такие? нет, но они у нас здесь нет, я их не взял. Мгм. Есть мажорные, да, то есть есть класс мажорный. Там 40 Смит & Вессон, допустим, еще какие-то там. Ну, у нас в России только 9х19 есть 40 Смит & Вессон, в общем-то, да. То здесь в мажорном, скажем так, классе вы получаете 5, также 5, но за Чарли вы получаете 4, Мгм. за Дельту 2. То есть, если вы более мощным пистолетом стреляете, пистолетом с более мощным патроном, то есть у вас очков попадания больше будет. Но и отдача, и его тяжелее, с ним тяжелее, и в него тяжелее стрелять. Теперь мы приступим к следующему элементу оружия. Это магазин Магазин. и боеприпасы, патроны. Соответственно, вы просто сейчас один магазин патрон зарядите, попробуйте. Мгм. Как это делается? Так, это делается, определяется направление, куда магазин у нас смотрит, чтобы патрон в ствол дослать. Это вот так вот происходит. Раз и все. А. Не так, а вот так вот. А, наоборот? Да. То есть вот из магазина патрон затвором досылается в это ствол. Так? Да. Вот вы давите. Вот смотрите. Я давлю. Ну вы давите так, чтобы вот практически нет. Давайте так еще раз. Давайте я вот. О, все, получилось. Вот. Все же, да? Все отлично. Он у Получилось. меня не рванет в руках? Нет, он не рванет. Пока мы больше не это. А, одного хватит, да? Пока мы делаем пробный выстрел. Значит, в практической стрельбе основной это двуручный хват. Что это? Это Это одной держу, другой. Двумя руками держите пистолет. Не так, как вот, допустим, в классической стрельбе это все было. То есть, да, то есть мы держим двумя руками. Стойка при этом должна быть, давайте со стойки еще начнем. То есть ноги где-то на ширине плеч, чуть-чуть расслаблено. Я прям смотрю на оружие и вся напрягаюсь. Ну это естественно, потому что, если вы не привыкли, значит, чуть-чуть подсогнуты ноги, но не так, чтобы ноги у вас нагрузились, из-за того, что вы так чуть-чуть амортизационно, чуть-чуть вперед и взяли также пистолет, берете, как мы уже с вами знаем, безопасно. Вторая рука у нас формирует хват. Это вот так вот палец у нас будет направлен. Значит, вот это у нас не здесь. Вот. Это вот так вот должно быть. Вот сейчас вы сформировали практически. Вот эта рука у нас 70% всей нагрузки осуществляет. Значит, вы чуть-чуть Я когда вперед. стрельну, мне в нос не прилетит? Вот это называется Отдача. боязнь оружия. Когда три вида боязни. Это вот физическая, когда человек считает, что может какая-то деталь от оружия прилететь. Аудиобоязнь, боязнь выстрела и боязнь звука. Вот 3 вида боязни. Так, у меня есть все 3. Все 3. Поэтому мы одеваем очки, это мы уже боязнь выстрела, скажем так, чуть-чуть уменьшили, звук приглушили наушниками. Соответственно, вот ваша стойка. Сейчас она практически правильно, чуть-чуть вы присели. Целик с мушкой. Вы вообще когда-нибудь с оружием стреляли? Да, это было очень случайно. Вот целик с мушкой. Они должны, мушка у вас в целике должна быть. А какой глаз я ориентируюсь? Вообще, давайте так, вообще практически стрельба целится над 2 глазами. Но сейчас это для вас сложно. Так оно у меня расползлось. Да, поэтому определите, каким глазом какой у вас сильный глаз. Одинаково минус. Вот этот палец
Вот у нас он здесь не нужен он нам. Вот это нам правая рука сильно не нужна для производства выстрела. Единственная задача руки правой, это вот палец. Палец у нас всегда пока здесь лежит. Мгм. Все-таки мы оружие под себя подводим, оружие у нас может двигаться вот так, да? Ну да. Поэтому голову старайтесь ровно держать Ага. и подведите оружие как вам удобно. Но при этом я, кроме того, При что этом назад задираться не цель надо. мушку я совместила. Почему вы должны чуть-чуть наклониться при отдаче? Вот у вас будет это назад идти, но он и не такая сильная будет. Вот. Поэтому должны чуть-чуть компенсировать отдачу руками и чуть-чуть вперед. Вот это у вас сейчас О, практически очень хорошая стойка. в ней очень неудобно стоять. Вот это, В ней неудобно стоять. Вы еще почему-то левую руку выгибаете. Вы под глаз ее подводите, эту руку. Да. Все-таки постарайтесь оружие под глаза подвести, а не глаза под оружие. То есть подведите так, чтобы вам удобно было. Примерно так. А за мушку я смотрю, там же цель. Вот вы целик с мушкой свели Да. и на мишень направили, да? Ну, на что-то направила. Давайте. Хорошо. Там мне же ничего нет. Давайте сейчас мы примерно поняли, как это выглядит. Нет, давайте попробуем. Может быть, и не будем снимать вообще ничего. Просто формируйте хват. Я посмотрю. Боже, как страшно-то. Ничего страшного нет. Все. Понимать, что ничего. А давайте вы первый выстрелите, я послушаю хотя бы как-то. Давайте, хорошо. Так, Ага, дослали патрон в патронник. Все это вы видите. ага. Сформировали. Ничего Никак. страшного нету. Ну. А як пахне? Все, формируем хват. Ой, зачем я на это согласилась, честное слово. Себе проверить хотели. Да вот, Причем очень много девушек стреляет, чемпионки мира Мария Гущина и прочие. Алена Карелина можете посмотреть. Из карабина стреляют. у меня мой инструктор. А у меня уже все взведен? Нет, сейчас я вам самозводом пока сейчас введу. Ой, По как готовности, как вы будете готовы, прицелились, обрабатывайте спуск. А вы поддержите, чтобы меня не ударило? Давайте, хорошо, я подержу. Можно? Нажимайте. Я тут на днях в одной книге читала, что если у тебя звенит в ушах, то кто-то из умерших предков хочет с тобой пообщаться. Теперь. Это прикольно. Это нет, во-первых, это Так, а освобождение адреналина. если бы знала, я пару фоток бы принесла. Фоток Да. таких. Распечатанных А4. Значит, но это же у нас не классическая стрельба. То есть, интенсивная стрельба. Вот. Я вам просто... Я не была готова. Давайте еще раз спробуем. Один выстрел. Знаешь, думаю, то, что я стреляю, там вообще бессмысленно смотреть, да? А, в принципе, картонка же. Видно, что мы не попадаем пока. Но наша задача же не попадать сейчас, а вообще понять, что это такое, если вы ни разу не стреляли. Формируем. Так, все у нас четко. Сформировано. Стойку мы встали. Я вам сейчас взведу. Палец у нас пока здесь. И мы это просто спокойненько обрабатываем спуск. Тянем спусковой крючок просто.
Но Я прикусила зубы. ну, это ничего страшного. Это дело привычки. Кавалерийских лошадей же приучают к стрельбе, собак. И зайцев учат курить, точно. Поэтому человек, естественно, тоже приучается. Но что у вас происходит? Вы, нажимая на спуск, уже боитесь, что он выстрелит и это быстрее давите его, и он вниз у вас все летит просто. А, так вот оно что. То есть я должна держать упор. Конечно. Вы же должны фиксировать ствол. Это так просто. У меня сейчас опять ничего не получится. Давайте сейчас мы пойдем другим путем немножко. Подойдем поближе? Нет, мы не будем. Зачем нам поближе подходить? Вы сейчас встанете сюда. Также сформируете стойку, как мы с вами формировали. Так. Так, это все мы формируем. Не зажимаем. Пистолет мы не душим. Он у нас не какой-то там змей, который нас задушить. Все, этой рукой мы все поджимаем. Палец мы не ложим на спуск. Так, целик с мушкой у нас на мишени. И чуть-чуть мы чуть-чуть вот так. Целик с мушкой на мишени. Вроде да. Сейчас я попробую. Да, попробуйте. Нет, пока палец не. Готовы? Думаю, да. Ну, тоже, значит, целик с мушкой у нас. Еще раз пробуем. Вроде даже уши Все-таки мы должны попасть в эту мишень. Наша задача пока простая — попасть в мишень. Испытано на себе. Попробуем. Делаем, берем оружие, как мы. Правильно. Как это кольцо? Это скоба спускового крючка. Скоба триггера. Угу. 90 градусов. Угу. Проверили, кобуры нету. Да. Еще раз. Вот, уже вообще замечательно. Делаем контрольный спуск, не забираем. Все. Все. А вы сейчас знаете что? Попробуйте-ка вот так в холостую это просто на мишени вести. Подождите-ка, палец мы ложим в последний момент. Вот так вот мы все сформировали. Целик с мушкой все-таки мы понимаем или я вот... Так, чуть-чуть мы вперед. Если анализировать свой Вперед прошлый выстрел, оно полетело вверх и вправо, потому что я его спустила чуть ниже. Вот перед вы сейчас выстрелом. просто попробуйте вот целик с мушкой, подержите на мишени и нажмите спуск. И посмотрите, куда у вас мушка улетит. Так, Вот смотрите, на палец мы вот стараемся вот этим местом прожимать. Так. Тянем. Куда? Откуда я знаю, как было зелененькое? так и Ну она зелененькая, куда она улетела у вас? А я на нее смотрела, а надо за нее. Ну надо же смотреть и на нее, и на мишень. Еще раз. Так, не надо так. Надо все-таки еще чуть-чуть. Чуть-чуть еще. Комфортно все-таки надо стоять, более-менее. Вы что-то как-то разворачиваетесь все-таки вот. Вот. А, Вот. 5. Даже, нет, ну у вас даже не это какого, не дернулось. Обычно вот
Обычно люди, что стрелки, что, например, начинающие, сформировали, понимают, что сейчас будет выстрел, пистолет будет подбрасывать, и мозг у человека начинает думать, что если он будет подбрасывать, его надо побороть и вниз задавить, чтобы вот он его не подбрасывал, и начинают давить вниз. И, соответственно, при выстреле он бросает, и вот это вот кивки постоянные бывают. Ага. Наша задача, чтобы этих кивков не было. Ну, у вас кивка не было сейчас. Вы просто еще пока. Так, видите, сейчас он пойдет. Все, заряжаем. Указательный палец поверх. Да, вот так. Отверстие, да. триггер. Проверяем на наличие магазина. Отсутствует. На камеру тоже видно, отсутствует. Перезаряжаем, проверяем. На случай мало ли чего. Пока все в порядке. Делаем контрольный спуск. Все-таки подушечкой постараемся зажимать. И назад не заваливаться. Все, палец сразу у нас, палец автоматически убирается сюда. Все, давайте под магазин оставляйте. Да, Вот так. да. Доставаем патрон в патронник, затвор отводим и отпускаем. Так? Да, все, отпускаем. Все, патрон. Сейчас у вас пистолет уже это готов к стрельбе. Соответственно, вы сейчас формируете хват правильно. Вот я как только магазин зарядила, вставила, сразу появились какие-то... Страх появился. Вот что-то Ну, такое, потому да, что вы животное. понимаете, что сейчас это у нас уже оружие заряжено. Все, потихонечку, спокойно. Подушечкой пальца пониже чуть-чуть. Начинаем прожимать спуск. А он у меня взведен? Да, все, потихонечку прожимайте. Во, видите? Опять 5 баллов. Это же вон там где? Это как раз у нас 1 балл. О, пойдемте посмотрим. Ну, уже Вот, друзья, это было первое попадание в цель, а это второе. Между ними было там 100 миллиардов попыток. Но если приглядеться, тут она немножко побитая дробью. Так что если все по чуть-чуть вот это вот сложить, там, я думаю, баллов получится нормально. Так, попробуем еще раз. Уже настроение другое сразу. Конечно. Заряжайте в магазин патрон. Так. Важно то, что я видел, как твоя пушка заряжена. Так же, да? Да. Нет, ну чуть-чуть сверху. Да, вот, нормально. Угу. Так, досылаем патрон в патронник. Формируем хват. Правильно стойку встаем. Так, так, так. Сейчас у нас тут все. Вот этот палец мы вот этой рукой мы все поджимаем. Чуть-чуть мы вот так. Ну вот, практически сейчас у вас все правильно. Чуть-чуть, может быть, тут вам, чуть-чуть, может, надо как-то поудобнее, как-то, смотрите, встанете. Готовы? По готовности стреляйте. Вот сейчас поворачиваете пистолет, извлекаете магазин, нажимаете на кнопку. На какую? Вот тут кнопка есть. А, вот это? Да. Магазин ложите, затвор несколько раз на себя также. А что он застрял? Палец. Он на затворной задержке стоит. На себя тяните. Как я тяну? Еще тяните, ничего страшного. Еще раз. Контрольный спуск. Достаточно. Все, ложите. Заряжайте. Ой. Ну вот ваш. Ой. Нужно все попробовать, все попробовать. Дальше. Все, формируем хват. Чувствуем себя расслабленно по большей степени.
чуть-чуть вперед. Так, по готовности не дергаем курок. Спокойненько, вот подушечкой прям тяните. Целик с мушкой у вас где надо. Вы его вниз дернули как раз. Разряжаем. А у меня по ощущениям оно как будто... Разряжаем. Контрольный спуск, все. Заряжаем. Меня может подводить зрение, но я не туда же. Нет, вы вниз. Это как раз то, что я вам показывал, вы сейчас это прекрасно продемонстрировали. Вот уже у вас все. Этап получается. Все, готово. Формируйте хват. Как еще раз, палец у нас все-таки вот этот нам здесь не нужен. Вот это вот у нас все поджато. Этим пальцем мы не жмем. Левой рукой мы все. Чуть-чуть порасслабленнее. Целик с мушкой у вас как? Где надо или нет? Так, где надо вроде, да? А? Да? Ну и что вы дергаете? Спокойненько. Кого? Сейчас целик с мушкой в цели? Думаю, да. Видимо, не в цели. Сейчас будет мастер-класс. Нет, я не буду мастер-класс, я просто вам... Сейчас, все, наделав. Вот. Вообще 3 секунды должно быть. 6 выстрелов. 5, 6, 7. Ну, это... 7 на 5, это 35. Ну, здесь не считается. Вообще, даже если будет 5 попаданий, посчитают 2 лучших. Если в брифинге... Вот эти. Ну, без разницы, они все здесь 5-очковые, поэтому... Если, допустим, вот эти будут считать, да, допустим, то посчитают 2 альфа. А вот это не будут считать. И так вот, допустим, да? Это надо переварить, естественно. Да, действительно. Сейчас мы оружие ложим в кобуру. Ну что, друзья, вы видели, что Нет, сначала мы в кобуру все убираем. я буду собирать оружие. Проверяем еще раз. Так, Да, делаем. В кобуру убираем. Магазин в кобуру. Все, идем в зону безопасности, даем оружие. все, что у меня получается, наверное, эффекты хождения. Не более. Это я за что расписываю? Это прием выдачи патронов. Ну что, друзья, наша программа подошла к концу. Также закончились мои испытания. И теперь самое время, что нужно сделать, это, конечно же, сдать оружие. Испытано на себе.